Лопаты в руки и за дело. На один день почувствовать себя настоящим садовником. О мерах безопасности не забывая, конечно же. Защитные маски и дистанция во главе угла. Посадить дерево и внести свой вклад в благоустройство пришли как партийцы-единороссы, так и простые волонтеры. Липа, клен, фундук и даже съедобный каштан. Оттягивать посадку не могли, поэтому на несколько часов все же пришлось выйти из самоизоляции. Посвятили же открытие аллеи памяти и славы юбилеям Великой Победы и единению Ингушетии с Россией. Символично и то, в каком количестве сажают деревья – 75 с одной стороны и 250 с другой. Сегодняшняя наша работа, она будет иметь плоды и в дальнейшем. И надеемся, что наши будущие поколения, когда эти деревья уже окрепнут, будут вкушать, как говорится, вот эти плоды. Посадка деревьев, к слову, это заключительный этап всего процесса. Облагораживать территорию начали еще месяц назад. Теперь здесь есть все для комфортного отдыха. Удобные скамейки, ограда, освещение, асфальтированная пешеходная зона, пандусы и ступеньки. Такому апгрейду местные жители не могут нарадоваться. Считай, жизнь ты прожил не зря, если ты посадишь одно деревце. Ислам так говорит. Идею облагородить прибрежную зону Сунжи обозначил сам глава республики. Он навестил детей-инвалидов семьи Аздоевых. В этой семье 2 ребенка-инвалида, Ясмина Аздоева. Вот в свой визит глава республики опять же дал поручение благоустроить территорию для пеших прогулок детей инвалидов. Появление зоны отдыха с такими условиями Ясмина Аздоева ждала давно. По этой улице 6 лет подряд. Она ежедневно ходила в близлежащую школу. Она доставляла массу неудобств. Но теперь все это позади. شكولي دا أخش أحد وش بس كلاسك جواش كلاسك أحد خد جوا مونيك بروغس وش تأخذ صرت خدها بسلج مونيك بولش هنت أخذت خدا عندلي. Задачей добровольца, это порядка 15 человек, справились быстро. Также быстро и разошлись. Ведь пренебрегать мерами предосторожности в период эпидемии ни в коем случае нельзя. Даже для такой благородной акции. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24.